О знатном механизаторе Чечено-Ингушетии Хамете Дудуркаевой я часто читал в газетах, слышал по радио. Я знал, Хамету в селе любят и уважают, ею гордятся и ей завидуют. Еще бы, она одна из первых женщин-горянок села за руль трактора. Потом перешла на комбайн. И вот уже в течение многих лет побеждает в соревновании механизаторов. Скульптурный портрет моей знатной землячки я решил высечь из белого песчаника. Он часто встречается на берегах Терека. Оставалось недели две до уборки, когда я приехал в село Правобережное. Я увидел ее такой. Чего греха таить, Хамета? И в наше время еще живут предрассудки, и многие не одобряют женщин, взявшихся за мужское дело. А как же было тогда, когда вы начинали? Было дико все. Дико. Первая чеченка на тракторе. Еще и чеченка ни одна на тракторе не работала. Все были против. Мать особенности плакала часто, что неудобно перед людьми. Ни одна чеченка не работает, ты одна работаешь. А ведь и мне иногда кажется, работа на тракторе и комбайне не женское дело. Почему не женское дело? Самое, что не есть женское дело, хлеб сеять, этим хлебом кормить сотни тысяч людей. Это самое женское дело. Я не жалею нисколько, что я работаю на комбайне. Сколько мои руки могут держать штурвал, я не оставлю работу. Я начала с 1945 года. Работали погонщиками мы, девчонки, мальчишки такие же, как я. А потом, через год-два, мне уже быков не стали доверять, погонять. Сказали, уже большая. В то время, после войны, еще работали женщины, мужчины не все вернулись с фронта. Работал я на прицепе, была старая трактористка Хима Лахова. Такая потешная была. И все смеялась надо мной. Тебе надо самой работать на тракторе, чтобы тебя не каждый встречник поперечник погонял. Сама будешь хозяином. Да, в материальном смысле заработки будут более устойчивые. После войны же тогда тракторист получал гарантийную зарплату и 2 килограмма хлеба с зерном получали. Объявили набор на курсы трактористов. Я попросила, чтобы меня послали. Кончила курсы на отлично. Все предметы сдала. После курса мне дали новый трактор ДТ-54. Я работала, комбайны таскала, пахала, сеяла. От улыбки станет всем теплей. От улыбки в небе радуга проснется. Сонный лес простится с тишиной. И захлопают зеленые ладоши. Эндрик тоже был трактористом. На тракторах работала, потом перешел на комбайн. Я к нему на работу ходила, просилась проехать, руль подержать. А потом он взял меня с собой на штурвал.
Да, было очень тяжело. Когда год-два поработала, стали признавать, по труду стали оценку давать. Уже стали не том же там что-нибудь там помочь или что подсказать, а стали даже за советом приходить мужчины. Как это тебе все удается? Я, комбайнер Сета Хасбулатов, вызываю на соревнования... Сета, вы не первый год соревнуетесь с Дудуркаевой. Что скажете о своем сопернике? Ну, что я могу сказать? Ну, она хороший комбайнер. Соревновались мы с ней так вот. Ну, она все-таки держала первое место. Наверное, помогали ей? Видишь, нас и механики помогали ей, и слесаря помогали ей. А вы сами? Ну, как я сам? Сам тоже иногда помогал, но все-таки не хотел, чтобы она вгоняла. Не любите сильных соперников? Да бывает, конечно, кто ж своих соперников любит. Ну, комбайнер она хорошая, я плохого ничего не могу сказать. Трудится хорошо. Внимание! Продолжается посадка в самолет рейса 1274 Грозный, Москва. Просим пассажиров пройти на перрон для посадки в самолет. По-разному относятся односельчане к моей героине, но избирая ее своим депутатом в Верховный Совет Республики, они были единодушны. Здравствуй, висит. Да я еще не умею писать, но я тебе посылаю письмо на магнитофоне. Подожди, Жанка, мама в Москве на совещании была, а когда приехала, уже 3-й раз читает твое письмо. Ты пиши почаще. Теперь у нас оба брата в армии. Ваха тоже уехал. Ваху в армию забирали, а мама долго плакала. Сейчас я вам расскажу один случай. Значит, у меня диск наружный полетел на куски. И, значит, я стою даже вот сейчас, я не знаю, как этого человека зовут. А он подходит и говорит: Комета, а что ты стоишь? Говорю, вот вариатор подорвался. Но ты же с обязательством не справишься. Я каждый раз газету читаю, интересуюсь за тебя, чтобы ты выполнила свои обязательства. Знаете, прямо кто бы ни шел, кто бы ни ехал, обязательно поинтересуется, почему комета стоит. Все люди совхоза принимают участие в моей работе. Премьер-министр Индии Ганди дала интервью группе советских... Хотите по-прежнему быть среди первых в соревновании? Высоко ценит верность Советского Союза. Соревноваться, я думаю, помогать будем друг другу. Ну и, конечно, своих позиций не собираюсь никому сдавать. Придает делу мира. И несмотря, товарищи, на трудности в нашей работе, я призываю вас провести уборку в сжатые сроки. Недостатков, конечно, очень много. Знаете, что бы мне хотелось сказать? Руководители наши должны быть с нами. Мне бы хотелось, чтобы они были и утром, и вечером вместе с нами. Они тогда будут лучше в курсе наших дел. Работаем мы с вами не первый год, и Бог даст не последний, и все знаем, какие задачи перед нами стоят. Я не закончил портрет. Началась уборочная страда. Я не жалею нисколько, что я работаю на комбайне. Сколько мои руки могут держать штурвал, я не оставлю работу.